С самого детства я задумываюсь над смыслом жизни, задавая себе вопросы, что такое жизнь, откуда она взялась, кто такой я, кто, что, зачем, почему и так далее. И на сегодняшний день очень часто говорится о Третьей мировой войне. Люди, озвучивающие подобные версии, до конца сами не осознают, о чем они говорят. Так как мировая война, по сути, она идет на протяжении уже тысячелетий. А они озвучивают всего лишь материальную войну, в которой присутствуют танки, оружие и все остальные снаряды, уничтожающие человека уже физически и видимо. На самом деле мировая война, происходящая десятки тысячелетий, она происходит на духовном плане бытия. На информационном плане. Это на плане продуктовом, геномодифицированные продукты, химические, мутагенные продукты, уничтожающие человечество. На медицинском плане инъекции всевозможные, которым уничтожают семя как мужское, так и женское, для того, чтобы уничтожить генофонд человеческий. Также сюда же относятся все наркотики. Те же самые наркотики, легальные, так сказать, алкоголь и табак, которые люди не воспринимают как наркотик. За счет, опять же, той же информации ложной. И всеми этими оружиями управляя с помощью одного очень сильного механизма. Это энергия вожделенной монеты. С помощью ее приводя в действие все механизмы, уничтожающие человечество. И именно об вожделенной монете, как она была внедрена в сообщество людей, как сообщество людей с тех первых наших предков, с рабов были сняты физические кандалы, а вместо них было человечество введено на психологическом уровне. Те же самые кандалы, только на психологическом уровне, с помощью вожделенной монеты, с помощью энергии вожделенной монеты. И как раз об этом я хочу рассказать притчу. Эта притча написана вот в этой книжечке «Звенящий кедр России». «Новая цивилизация» – это 8-я книга, написана Владимиром Мегре, поведанная Анастасией. Итак, демократии. Медленно рабы шли друг за другом. Каждый нес отшлифованный камень.
4 шеренги длиной 1,5 километра каждая, от каменотеса до места, где начиналось строительство города-крепости. Охраняла стража. На каждый десяток рабов полагался один вооруженный воин-стражник. В стороне от идущих рабов на вершине 30-метровой рукотворной горы из отшлифованных камней сидел Кратий, один из верховных жрецов. На протяжении 4 месяцев он наблюдал за происходящим. Его никто не отвлекал, никто даже взглядом не смел прервать его размышления. Рабы и стража воспринимали искусственную гору с троном как неотъемлемую часть ландшафта. И на человека, то неподвижно сидящим на троне, то медленно прохаживающего по вершине площадки искусственной горы, уже никто не обращал внимания. Кратий перед собой поставил задачу переустройства государства, на многие тысячелетия закрепив власть жрецов, подчинив им всех людей земли, их и всех глав государств, сделать рабами жрецов. Однажды Кратий спустился вниз, оставив на троне своего двойника. Жрец переодел одежду, снял парик, приказал начальнику охраны, чтобы его заковали в кандалы, как простого раба, и поставили в шеренгу за молодым и сильным рабом по имени Нард. Вглядываясь в лица рабов, жрец заметил, что у этого молодого раба взгляд оценивающий и пытливый, а не отрешенный или отчаянный, как у многих. Лицо Нарда было то сосредоточенно задумчивым, то взволнованным. Значит, он задумал какой-то свой план, понял жрец, но хотел удостовериться, насколько были точны его наблюдения. 2 дня Кратий следил за Нардом, молча таскал камни. Рядом с ним сидел во время трапезы, рядом спал на нарах. На 3-ю ночь, когда была дана команда спать, Кратий повернулся к молодому рабу и шепотом, с горечью и отчаянием произнес неизвестно кому адресованный вопрос. Неужели так будет продолжаться всю оставшуюся жизнь? Жрец увидел, молодой раб вздрогнул и мгновенно обернулся лицом к жрецу. Глаза его блестели. Они сверкали даже при тусклом свете горелок большого барака. Нет, так долго не будет продолжаться. Я додумываю один план, и ты, старик, тоже можешь в нем принять участие, прошептал молодой раб. Какой план? Со вздохом и отчаянием спросил жрец. Нард горячо и уверенно стал объяснять. Скоро ты, старик, и я, и все мы станем свободными людьми, а не рабами. Ты посчитай сам, старик. На каждый десяток рабов приходится по одному стражнику. И за 15 рабынями, что готовят пищу и шьют одежду, тоже наблюдает один стражник. Если все мы
в обусловленный час набросимся на стражу, то победим ее. И пусть стража вооружена, а мы закованы в цепи. Но нас 10 на 1. Цепи тоже можно использовать как оружие, подставляя их под удары меча. Мы разоружим всех, свяжем их и захватим оружие. Эх, юноша! Снова вздохнул Кратий и как бы безучастно добавил: твой план недодуман. Стражников, что за нами наблюдает, разоружить можно, но вскоре правитель пришлет новых, может быть, даже целую армию, и убьют восставших рабов. Я и об этом подумал, старик. Надо выбрать такое время, когда не будет армии. И это время настает. Мы все видим, как армию готовят к походу, заготавливают провиант на 3 месяца пути. Значит, через 3 месяца армия придет в назначенное место и вступит в бой. В сражении она, конечно, ослабеет, но победит. Захватит много новых рабов. Для них уже строятся новые бараки. Мы должны начать разоружать стражу, как только армия нашего правителя вступит в сражение с другой армией. Гонцам понадобится не меньше месяца, чтобы доставить сообщение о необходимости немедленного возвращения. Уставшая армия будет возвращаться не меньше 3 месяцев. За 4 месяца мы успеем подготовиться к встрече. Нас будет не меньше, чем солдатов армии. Захваченные рабы тоже захотят присоединиться к нам, когда увидят, что произошло. Я все правильно предопределил, старик? Да, юноша. Ты с планом, с мыслями своими можешь разоружить стражников и одержать победу над армией. Уже подбадривающе ответил жрец и добавил: ну а что потом рабы станут делать? И что будет с правителями, со стражниками, солдатами? Об этом я немного думал. И сейчас думаю, все, кто рабами были, станут не рабами. Все, кто сегодня не рабы, рабами станут. Не совсем уверенно, как бы размышляя вслух, ответил Нарт. Ну а жрецов, скажи мне, юноша, к рабам или не рабам? Жрецов, когда ты победишь, причислишь? Об этом тоже я не думал. Но сейчас предполагаю, пусть жрецы останутся как есть. Их слушают правители, рабы. Хотя порой сложно их понять, но думаю, они безвредны. Пусть рассказывают о богах, а жизнь свою мы сами знаем, как лучше проживать. Как лучше – это хорошо, ответил жрец и притворился, что ужасно хочет спать. Но Кратий в эту ночь не спал. Он размышлял. Конечно, думал Кратий, сообщить о заговоре жрецу и схватят юного раба. Он явно главный вдохновитель для других. Но это не решит проблемы. Жажда освобождения от рабства всегда будет у рабов. Найдутся новые предводители, будут разрабатывать новые планы, а коль так, главная угроза для государства всегда будет внутри государства. Перед Кратием стояла задача
разработать план порабощения всей земли. Он понимал, что достичь цели с помощью только физического усилия не удастся. Необходимо психологическое воздействие на каждого человека, на целые народы. Нужно трансформировать мысль людскую, внушить каждому, что рабство есть высшее благо. Необходимо запустить саморазвивающуюся программу, которая будет дезориентировать целые народы в пространстве, времени и понятиях, а самое главное – в адекватном восприятии действительности. Мысль Кратия работала все сильнее. Он перестал чувствовать свое тело, тяжелые кандалы на руках и ногах. И словно вспышка молнии возникла программа, еще не детализированная, необъяснимая, но уже ощущаемая и обжигающая своими масштабами. Кратий почувствовал себя единовластным правителем мира. Жрец лежал на нарах, закованный в кандалы, и восхищался сам собой. Завтра утром, когда всех поведут на работу, я подам условный знак. Начальник охраны распорядится вывести меня из шеренги рабов. Снимут кандалы. Я детализирую свою программу, произнесу несколько фраз, и мир начнет меняться. Невероятно! Всего несколько слов, и весь мир подчинится мне, моей мысли. Бог действительно дал человеку силу, равной которой нет во Вселенной. Это сила человеческая мысль. Она производит слова и меняет ход истории. Необыкновенно удачливая сложилась ситуация. Рабы разработали план восстания. Он, конечно, рационален, этот план, и может привести их к положительному, для них промежуточному результату. Но я всего лишь несколькими фразами не только их, но и потомков сегодняшних рабов, да и правителей земных рабами быть грядущих 1000 лет заставлю. На следующий день по условному знаку начальник охраны вывел его в шеренги, снял кандалы, и уже на следующее утро на его наблюдательную площадку были приглашены остальные 5 жрецов и фараон. Перед собравшимися Кратий начал свою речь. То, что вы сейчас услышите, не должно быть кем-то переписано или пересказано. Вокруг нас нету стен, и мои слова никто, кроме вас, не услышит. Я придумал способ превращения всех людей земли в рабов нашего фараона. Сделать подобное с помощью многочисленных войск и изнурительных войн невозможно. Но я сделаю это всего лишь несколькими фразами. Пройдет всего 2 дня после их произнесения, и вы убедитесь, как начнет меняться мир. Смотрите, внизу длинные шеренги рабов несут по одному камню. Их охраняют солдаты. Чем больше рабов, тем лучше для государства. Так всегда мы считали. Но чем больше рабов, тем больше приходится опасаться их бунта. Мы усиливаем охрану. Мы вынуждены хорошо кормить своих рабов.
иначе они не смогут выполнять тяжелую физическую работу. Но они все равно ленивы и склонны к бунтарству. Смотрите, как медленно они двигаются. А обленившаяся охрана не погоняет и не бьет плетьми даже здоровых и сильных рабов. Они будут двигаться гораздо быстрее. Им не нужна будет стража. Стражники тоже превратятся в рабов. Совершить подобное можно так. Пусть сегодня на закате глашатаи разнесут указ фараона, в котором будет сказано: с рассветом нового дня всем рабам даруется полная свобода. За доставленный камень в город свободный человек будет получать 1 монету. Монеты можно будет обменять на еду, одежду, жилище, дворец в городе и сам город. Отныне вы свободные люди. Когда остальные жрецы осознали сказанное Кратием, то один из них, самый старший по возрасту, сказал: «Ты демон, Кратий. Тобой задуманное демонизмом множество земных народов покроет. И пусть я демон, и мной задуманное в будущем пусть люди демократией зовут». Указ на закате был оглашен рабам. Многие из них не спали ночь, обдумывая свою новую счастливую жизнь. На следующий день жрецы и фараон вновь поднялись на наблюдательную площадку искусственной горы. Картина, представшая их взором, поражала воображение. Тысячи людей, бывших рабов, тащили те же камни, что и раньше. Многие несли по 2 камня. Другие, у которых было по 1, бежали, подымая пыль. Некоторые охранники тоже тащили камни. Люди посчитали себя свободными, ведь с них сняли кандалы. Стремились как можно больше получить вожделенных монет, чтобы построить свою новую жизнь. Кратий еще несколько месяцев провел на своей наблюдательной площадке, а изменения были колоссальными. Часть рабов, объединившись в малые группы, соорудили телеги, доверху нагрузив их камнями, обливаясь потом, толкали эти тележки. Они еще много приспособлений наизобретают, с удовлетворением думал про себя Кратий. Надо же, вот и внутрь услуга у них уже появилась, разносчики воды и пищи. Часть рабов ели прямо на ходу, не желая тратить время на путь в барак для приема пищи, и расплачивались с подносившими ее полученными монетами. Надо же, и лекари у них появились, и тоже прямо на ходу оказывали помощь пострадавшим за те же монеты. Вот и регулировщиков движения себе выбрали. Пусть выбирают. Скоро они выберут себе начальников, судей, ведь они же себя считают свободными. А суть-то не изменилась. Они по-прежнему таскают камни. Так и бегут они сквозь тысячелетия, обливаясь потом в пыли, таща
свои камни. И сегодняшние потомки продолжают тот бессмысленный бег. И завершить я хочу еще такими словами, как бы подытожить все сказанное. Меня назвали на халяву живущим. Да, я не работаю на технократический мир и не признаю его образа, стиль, где при большом желании жить уничтожают все, без чего им не быть. Бредит или лжет, кто-то может сказать, но явь данного дня не спрятать, не растоптать, из душ людских не выжечь, не уничтожить, боль всей земли насилием не излечить. Где сегодня на нашей планете есть точка такая, у нас на Земле, где все пространство единым пульсом цветет божественным вселенским вечным цветком. Кто скажет мне, люди, без всяких грез, где нет сегодня горести слез? Все справедливый и свят президент, все люди едины, и статусов нет. Где сегодня правит не дьявол, а Божий закон. Ценятся людские души, а не монеты звон. Признается любовь, как святая мать, а не удовлетворение плоти, секса, похоть. Где сегодня цветет нравственность цветом весны, а не ураганом безнравственность смерти сны. И все люди словно слепы и глухи, и не видят беды той, что сеем своими руками сами мы. Да, и я не свят, и не стремлюсь в идеал, но душа болит, видя дьявола бал, как торжествуя победу, вознес крови бокал, гуляя мира погибель, что Отец создавал. И жажду славы безумия руками самих же людей заливает их же кровью, жизнь смывая будущих дней. И все люди в заклании, как на бойне скот, под гипнозом страха идут на эшафот. Меня назвали на халяву живущим. Да, я не в стадии технократии рабов и не состою на службе у дьявола смотрящим за исполнением системной программы жрецов. Я свободен, как птица в полете, парящий, пользуясь мыслью своею, творящий, что Отец, Творец при рождении дарил человеку и грядущее детям своим. Так что же случилось с тобой, человек? Почему отказался от мысли творящей, повинуясь системе искусственных благ, закабалил свою мысль в ковы из мертвых вещей? Сумел все же дьявол вместо цепей на раз внедрить монету в сообщество людей, рабам тем, словами нескольких фраз и их потомкам сегодняшних дней, и стала жезлом монета у безумия в руках, манипулирует людьми, один ли взмах, и падает ценит без оков рабы, иллюзию приняв за реальную явь.